торжественную минуту вручения ордена Октябрьской революции Таджикистану внести знамя республики поручили Шарифу Туробову. Шариф Туробов – мой друг и соперник, знатный механизатор, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета Республики. И я горжусь этой дружбой. До сих пор удивляюсь, как я, Зиаудин Хакимов, решился вызвать на соревнования самого Туробова. Но не состязаться с ним собирался я, а учиться у него. Учиться работать так, как работает он. Соревнования – это прежде всего дружба и взаимопомощь. Конечно, показатели тоже важны, но это уже результат всего. Трудная весна увиделась в этом году и странная. У меня на поле ни капли дождя, а у Туробова в Кулябской области наводнение. Трудно сказать, кому из нас досталось больше. Шарифу пришлось пересеивать свой хлопок. Это нелегко. Много сил и средств требует пересев. По себе знаю. А время бежит, его не остановишь. Дожди кончатся, и такая жара начнется. Шариф Туробов справился и с дождем, и со временем. И даже нашел время, прилетел ко мне за Фарабад. Вот это настоящий друг. Кто понимает, что такое хлопчатник, тот знает, сколько труда, внимания он к себе требует. Каждый кустик надо обработать, напоить, накормить необходимыми химикатами. Человек растит ребенка, бережет его здоровье, учит его труду, и когда тот вырастает, пускает своего потомка в жизнь. Вот так и хлопок. Не будешь за ним смотреть, погибнет он, зачахнет. Показал я Шарифу свой маленький хлопок. «Видно, вся твоя вода мне достала», — сказал Шариф. «И говорит Зиаудин, не переживай, срочно переделай лапки на культиваторах и дополнительные ножи поставь. Воды у вас мало, надо ее поглубже к самим корням пускать. Меньше испаряться будет». У себя в совхозе они давно уже культиваторы переделали. И не только об этом он мне рассказал. Рассказал, как, когда и сколько воды нужно дать хлопку, какая должна быть подкормка. Шариф знает и говорит так о хлопке, как будто он закончил сельскохозяйственную академию. Всю агротехнику он знает наизусть. А то и Туробов, чтобы все знать. Иначе не был бы он героем.
Много полезных советов дал Туробов. У него большой опыт. Ну и я кое о чем ему рассказал. Теперь мы с ним встретимся только после того, как убедим своих хлопов, выполним свое обязательство. Шариф Туробов – зачинатель большого движения. В республике уже десятки механизаторов работают по-туробовски. У него много учеников. Свой опыт, все свои знания Туробов передает молодежи. Учит их не только приемам агротехники. Они у него проходят и школу настоящего труда, настоящего отношения к делу, который им поручила партия. Я тоже его ученик. Правда, в прошлом году я его обогнал. Это бывает так, ученики идут дальше учителя. Но Туробов был и остается первым. Его успехи, его пример зовет нас собирать хлопка больше, лучше, без потерь. Мы с Туробовым делаем общее дело. Вместе со всем народом умножаем богатство нашего государства. В прошлом году наша республика собрала очень много хлопка. Столько, сколько не собирала никогда. В этой победе есть большая доля Шарифа Туробова. И дело не только в том, что он лично много собрал на своем комбайне, а прежде всего в движении, который он возглавил. В том, что сотни молодых ребят и девушек работают так, как он, работают по-туробовски. Мы с Шарифом мечтали о том времени, когда хлопок будут убирать только машинами, когда хлопчатник не будет бояться ни горячего ветра, ни наводнений, ни болезней. «Увидишь», — сказал тогда Шариф, — «это будет очень скоро». А сейчас Шариф уже выполнил 20-летних планов. Я на сегодняшний день собрал 485 тонн хлопка сельца. Это мой подарок 25-му съезду нашей партии. Но соревнование между нами продолжается и будет продолжаться до последней коробочки хлопка. Сила нашего соревнования состоит в том, что оно заставляет искать новые пути и позволяет полностью раскрыть возможности свои и техники. Мы делимся опытом, добиваемся главного, собираем высокий урожай хлопка и выполняем свой долг перед страной. А недавно получаю телеграмму от Туробова. Зафарабад, совхоз Ленинабад, Зиявуддину Хакимову. Поздравляю с присуждением лауреата Государственной премии СССР. Желаю доброго здоровья, счастья личной жизни, успехов в выполнении программы завершающего года 9-й пятилетки. Туробов. Конечно, приятно, но в моем успехе есть большая доля моего друга, лучшего механизатора Шарифа Туробова.